Mesela 4 деп бастайық қазір бір 2 минут күте тұрайық. Адамдар қосылсын. Буквально пару минут. Коллеги, семинар на Zoom у нас для представителей науки вузов и НИИ, это ученые-секретари, замы по науке. А остальных, если кому интересно, у нас идет параллельная трансляция по YouTube. Знаете об этом. Ссылку на YouTube сюда в чат скиньте, коллеги, чтобы они там рассылали у себя на место. Сейчас, подожди, Саша. Сейчас подключимся, я скажу привет, и дальше ты. У нас есть институт корейского языка. Дыбыстарыңызды тексеріп алыңыздар бәрін. Естіліп тұр ма бәрі? Вау! А это да. Университет. Тарелка. Да. Вау! Олкын Садыровна, вот проследите, чтобы микрофоны были выключены. Когда вопросы будем передавать, тогда коллеги отключат. Как администратор можете же отключать, может кто-то забыл. У вас звук выключен, простите. Это меня тоже отключили, оказывается, как администратор. Коллеги, здравствуйте. Меня зовут Асылхан Бегусанов, я председатель правления акционерного общества Национальный центр государственной научно-технической экспертизы. Сегодня у нас очередной семинар. Первый раз в виде вебинара мы организовываем. Для информации мы решили ежегодно оффлайн проводить так называемый обуч по практическим вопросам подачи заявок и работы и деятельности национальных научных советов и нашего центра экспертизы. Поэтому сегодня мы попытаемся ответить на все насущные вопросы по конкурсам и так далее. Семинар будет проводиться 3 дня, примерно по 1,5-2 часа, вот 24-26 сентября. Про сам семинар. Этот семинар, ну в данном случае сегодня у нас вебинар, мы организовываем уже второй раз в этом году. Первый раз многие из вас посетили оффлайн нашей организации. Это было в июне этого года. Мы данную практику будем делать ежегодным. Во-первых, разрешите вас всех приветствовать и кратко рассказать про что этот семинар. Программу, надеюсь, все организации получили. Вебинар в основном Асылхан Жанаевич, микрофон. администратор, мой микрофон не выключайте, пожалуйста. Да. Вебинар наш посвящен насущным вопросам конкурсного отбора. Это грантовое финансирование и программно-целевое финансирование. Гранты на коммерциализацию, регистрацию результатов научной и научно-технической деятельности и так далее.
Сегодня мы пригласили не ученых, а представителей науки. Это ученые-секретари и заместители по науке, чтобы далее вы данную информацию передали уже ученым. Но так как у нас вебинар идет, параллельно идет трансляция на YouTube-канале, чтобы было побольше охват. В рамках данного трехдневного семинара мы планируем рассказать про государственный учет научных проектов, научно-технических программ, результатов научно-технической деятельности, в том числе и работа молодых ученых в виде диссертации и так далее. Государственный учет не только сам процесс, но и те проблемы, которые встречаются при регистрации со стороны исполнителя. Потом проблемные вопросы по оформлению заявок на различные конкурсы, грантовое финансирование, программное целевое финансирование. Потом этап работы конкурсного отбора. Вы прекрасно знаете то, что у нас трехэтапный конкурсный отбор. Первый — это формально-техническая проверка. Второе — это международная, так скажем, экспертиза и государственная экспертиза. И третий этап — это работа ННС. Каждый этот этап будет рассказан детально руководителями структурных подразделений Центра экспертизы. Поэтому вопросы вы можете записывать, вопросы можете отдельно присылать. После выступления отдельно в последний день мы думаем отдельно обсудить, сесть за вопросы и ответы, которые касаются деятельности Национального центра. Также мы добавили в программу разъяснения по мониторингам реализации научно-технических проектов и программ. Это что означает? Вы знаете то, что в рамках реализации проектов Центром экспертизы проводится мониторинг на местах и дистанционно. Эту работу также у нас будет отдельное выступление, детально расскажем. В августе этого года в структуре Национального центра государственной научно-технической экспертизы отдельно открыт центр, так называемый Центр научно-технической информации. Он работает в рамках 24 статьи нового закона о науке и технологической политике. Его деятельность будет отдельно представлена на третьем дне семинара. Деятельность Центра научно-технической информации. Если сейчас на руках у вас есть программа вебинара, мы бы со своей стороны начали бы идти по программе. По методу, как мы проводим семинар, я буду сам модерировать. Когда наступит время вопросов-ответа, я, пожалуйста, прошу поднять руку, и мы в порядке очереди будем передавать микрофон на вопрос. Если нет вопросов, то разрешите начать. У нас хорошая аудитория собралась, я думаю, на YouTube-канале тоже уже сами ученые непосредственно сидят. Вопросы можете отправлять сюда в чат, либо в чат на YouTube-канале. Я буду там смотреть и тоже отвечать на все вопросы. Разрешите начать. Везде программа бойынша первым стоит государственный учет научно-технических программ. Пожалуйста. Илюкенова, да, у нас? Представьтесь кратко и дальше с презентацией, пожалуйста. Сәлеметсіздер ғой? Семинарға қатысушылар, әріптестер, бүгін сіздерге біздің орталығымызда мемлекеттік тіркеуден өтілетін ғылыми жұмыстардың орындалу бойынша есептер, коммерциялық жобалар, олардың есептері туралы, недропользовательдердің жобалары туралы, солардың орындалу туралы есептер туралы сіздерге бүгін презентация ұсынамыз. Менің аты жөнім Елеукенова Камарсуа Глебелевна. Барлықтарыңызға түсінікті болу үшін презентацияны орыс тілінде жүргізуге рұқсат етіңіздер. Еще раз добрый день, коллеги, уважаемые участники. Наш центр осуществляет государственный учет научно-технических проектов, программ, проектов коммерциализации, проектов и средств недропользователей и отчета по их выполнению. Госучет осуществляется на основе закона о науке и технологической политике и руководствуемся правилами государственного учета.
На этом слайде я показываю, какие научные работы поступают на государственный учет. Это, естественно, научные проекты. Проекты у нас в рамках грантов финансирования, в рамках программы целевого финансирования по заданию министерства, проекты коммерциализации, проекты и средства недропользователей, проекты договорного и инициативного характера. И государственный учет научно-технических программы, государственный учет отчета по ГЭФ, по ПЦП, по заданию министерства, по проектам коммерциализации, по проектам недропользователей, а также по грантовым финансированию поступают за первый, за второй год краткие сведения о реализации проекта в соответствии с календарным планом. И государственный учет по выполнению научно-технических программ. Это годовой отчет по форме 3НД, а также государственный учет результатов научно-технической деятельности. Для государственного учета научно-технической программы заявители не позднее 30 дней календарных дней со дня начала финансирования через информационную систему отправляют форму F1 для регистрации. Для этого заявитель заходит через логин, пароль или через ЭЦП, через информационную систему. В информационной системе у нас с левой стороны будет раздел регистрации научно-технической программы. Для этого заявитель заходит. Уже если у заявителя одобренная заявка, тогда уже в системе уже автоматически выходит программа, название программы. И с правой стороны кнопка действия. Заявитель нажимает на редактирование, чтобы заполнять форму F1. Открывается форма F1, показатели развернутой программы. Там выходит из системы название работы на русском, на казахском. Уже система автоматически выходит, срок выполнения работы выходит. И объем финансирования по решению ННС выходит. Объем финансирования за текущий год уже заявитель сам показывает в соответствии с подтверждающим документом. Основание для выполнения работы пишется. Это решение ННС, решение ВНТК. И выбирает системой заказчика. Это министерство НМВО или другие министерства. Следующий этап. Заявитель прикрепляет сопроводное письмо, подтверждающее документ финансирования. Это копия договора с заказчиком, пояснительная записка на русском, на казахском языке по научно-технической программе и указывает ответственный исполнитель программы. Дальше по программе открывается основная форма. Здесь указывается, если иногда бывает в рамках ПЦП несколько проектов. Если несколько проектов, здесь указывается количество проектов. А если один проект, количество один, выходит, это получается уже, это проект. А если несколько проектов, тогда здесь выходит проект, задание, этапы выходят. Это чтобы добавлять, вот здесь вот наверху есть плюсик. Нажимается на это и выходит каждый раздел. И заполняется название работы, этапы задания, и рубрикатор, аббревиатура организации, ответ руководителя каждого проекта задания, и срок выполнения работы, и объем. Если фундаментальное, на фундаментальное показывается. Если прикладные исследования, сумма показывается заявителя. И в конце полностью в соответствии с календарным планом заполняются ожидаемые результаты. Дальше рубрикатор. Межгосударственный рубрикатор уже в системе есть. Выбираете системой. Уже при заполнении заявки уже у вас есть, но если вы хотите изменить рубрикатора, код рубрикатора, вы
на крестик нажимаете, удаляется, когда плюсик нажимаете, добавляете новые. Ключевые слова тоже при заполнении заявки у вас есть уже ключевые слова, но при регистрации программы вы, если хотите новые ключевые слова добавлять, тогда нажимаете на плюсик и добавляете. Следующий этап, вот это я хотела показать, если у вас имеется несколько проектов, тогда вы выбираете проект, задания, этапы, и по каждой заданию, по каждой этапе вы заполняете все данные. Для сохранения выходите назад, нажимаете на регистрацию научно-технической программы, и у вас выйдет в действиях отправить или редактировать. Для отправки у вас вы должны подтверждать ЭЦП. Подтверждение с помощью электронной цифровой подписью. Сначала заявитель, это руководитель проекта, подтверждает. Следующий руководитель организации подписывает. У вас после подписания статус будет отправлен. Уже после отправки у нас видно будет, что подана программа. Мы нашими сотрудниками все данные по вашей программе в соответствии с календарным планом, с подтверждающим документом, сумма финансирования, название всех работ, все вот эти, которые заполнены поля, все проверяются нами. Если все правильно, принимается программа, присваивается шифр программы. Если какие-то доработки, если имеется замечание, мы отправляем. Примечание пишется, все замечания и отправляется на доработку. У вас будет статус отправлено, на доработке. По программе это все. По регистрации научно-технической программ это все. Если по программе, по регистрации, если есть вопросы, пожалуйста. Могу продолжить? Разрешите вопрос? Да, можно. Это, получается, руководитель организации заявителя должен делать, да, это? Да, руководитель программы должен заполнять все данные. И по проектам, и по отчетам тоже руководитель программы, руководитель проекта должен заполнять все данные. Если на этапе подачи заявки был указан, как это называется, помощник, да? Дальше он не работает, да? Через ЭЦП заходит человек. Нет, это понятно. Вот смотрите, когда мы заявку подаем, у нас есть возможность из числа членов исследовательской группы выбрать еще кого-то, как бы доверенный или... То есть он может заполнять систему. Сейчас я все поняла, здесь нету. У нас такого нет. Почему бы нам тоже не продолжить на этапе регистрации тоже вот эту процедуру, то есть оставить полномочия и дальше тоже? Хорошо, это мы учтем. Спасибо. Да, сұрақтар бар ма? Тогда следующее. Государственный учет научно-технических проектов и кратких сведений о реализации проекта в соответствии с календарным планом. Угу. Мгм. Добрый день, Микрофон. извините, пожалуйста, можно презентацию на весь экран? Очень мелко, очень сложно смотреть. На full screen отправьте, пожалуйста. Все, да? Спасибо. Видно? Не Наташа стоит в режиме редактирования. Еще раз. Запустите демонстрацию через F5. Запустила? На full screen отправьте презентацию. Сейчас еще раз попробуем. Теперь видно? Теперь не видно. Теперь не видно. Сейчас еще раз попробуем. Вообще демонстрацию отключили. Отключилась демонстрация экрана. Сейчас. Мгм. Режим показа слайдов сделайте, пожалуйста.
Я делаю. Просто слайд-шоу нажимаете, а там сначала нажимаете. Да, это Возможно, в демонстрации настроено демонстрировать только окно. видно А, теперь? У вас режим докладчика. Вам нужно при запуске демонстрации выбрать другое окно. Сейчас видно, да? Не видно ничего, а только сами слайды. Вот чуть-чуть. Это работает. Мгм. Ну, на полный экран можно? Давай. Не видно? Не видно, говорю. Мгм. Да, походили. Теперь видно, да? Если не получается заказ, левую колонку уберите. Не видно? Так тоже мелко. Мелко, это на полный экран у меня. У вас просто демонстрация двойного экрана идет. Следующий слайд мы видим. А, вот это видно, вот это видно. Угу. Да. Вы слайд-шоу не отключайте, просто нажмите в зуме снова «Поделиться» и выберите уже другую часть. Извините, а можно продолжить? Эта презентация же уже закончилась. Давайте перейдем на другой вопрос. Время проходит. Нет, презентации второй. Продолжайте как есть, просто процентаж увеличьте тогда и все. Хотя вообще непонятно. Оның алдында қалай доклад жасаңыз, солай жалғастыра беріңізші енді. Өшіріңіз мынаны. Ага, сейчас, подождите. Это уже Осет делает. Пришел Осет. Koymuş ama koymuş. Могу продолжить? Нет. Аслхан Джанибекович, меня слышно? Не видно же, у вас двойной экран стоит у вас. Вы продолжайте, как до этого делали, и все. Просто процентаж увеличьте и будет. Или через режим отображения поменять. Все, продолжайте так. Извиняюсь еще раз. Видно, да, все полностью? Теперь.
Для регистрации научного проекта, это проекты по грантовым финансированию, по программам целевого финансирования, по заданию Министерства и средств недропользователей инициативного и договорного характера. Для этого заявитель заходит опять в информационную систему через логин, пароль или через ЭЦП заходит в информационную систему. Дальше выбирает, с левой стороны будет регистрация научного проекта. Это для проектов, для научного проекта по грантам финансированию, по программам целевого финансирования, проектам коммерциализации. А если у вас другие виды проекты научного проекта без РЕН, это для регистрации в проекте по заданию министерства, инициативные проекты из средств недропользователей и договорного характера. Нажимаете, а внутри остальные самые поля у всех одинаковые. Заходите, это регистрационная карта, это регистрационная карта, у всех одинаковая. Сначала заходите, где основная информация, выбираете проекта, например, если ГФ, у вас выходит ИРЕН проекта. Если ПЦП, тоже выходит ИРЕН проекта и коммерциализация тоже. Название работы опять здесь системы выходит автоматически. Вы имеете, здесь есть возможность, если на русском, на казахском есть, иногда бывают ошибки, грамматические ошибки, или вы уже в договоре, заключили в договоре по другому названию, тогда вы сможете изменить название работы. И выходит ИРЕН проекта, исходящий номер – это сопроводное письма, исходящая дата, сроки выполнения тоже выходит из заявки, но иногда вы заключаете договор, но в календарном плане у вас меняется срок реализации проекта. Поэтому здесь у вас есть возможность менять в соответствии с календарным планом. Шифр проекта, если у вас уже программа зарегистрирована по ПЦФ, вы шифр программы ставите. А если по ГЭФ, вы ставите ИРЕН. И основание для проведения работы – это у вас ГЭФ или ПЦФ, или проекты по коммерциализации. А следующее с правой стороны – это для проекта по заданию министерства, договор с организацией, инициативные проекты и проекты из средств недропользователей. Здесь уже не выходит ИРН, здесь вы отмечаете. Если это недр, тогда отмечать недр, проект коммерциализации, инициативный проект, задание министерства. И иногда у нас приходит инновационный проект, договор с организацией. Отмечайте и дальше заполняйте все одинаково, как по гранту финансированию, по программам целевого финансирования, все поля одинаково заполняются. Дальше описание, объем финансирования. Источник финансирования вы, если ГФ, ПЦП, проект коммерциализации, это средства госбюджета. Остальные поля вы не трогаете. Если это уже инициативный проект госдоговорного характера и средств недропользователя, тогда вы средства заказчика покажете. Дальше описание работы, цель проекта покажите на русском, на казахском. Объект исследования тоже на двух языках. Ожидаемые результаты тоже показывайте на двух языках. Область применения тоже показывайте. Заказчик системы выходит, потому что до этого уже в системе, если министерство, это уже в системе есть. А если другие организации, до этого вы добавляете информационной системе. И сведения об основной организации, это тоже в системе уже зарегистрировано. Все организации, когда вы находите, уже автоматически выходят в систему.
Если имеется в проекте организации соисполнителя, вы выбираете со списка выходит название организации, код УДК вы сами пишете, и код рубрикатора вы добавляете плюсиками, и выходит системы. Выбирайте сами. Ключевые слова, до этого говорила тоже. Вы можете системы или вы сами добавляете дополнительно и пишете сами. Ответственные лица – это руководитель программы. Выбирайте, уже выходит руководитель, фамилия, имя, отчество, все ученые, степень. Руководитель организации тоже. Когда выбираете, уже все данные выходят в системы автоматически. И прикрепляйте сопроводительное письмо и прикрепляйте подтверждающий документ финансирования. Это копия договора или другие документы. Опять все поля, которые закончили, после заполнения выходите назад для сохранения, для отправки. У вас окошко выходит для отправки. Подтверждаете с помощью ЭЦП, подтверждаете с подписью электронной подписи. У вас будет отправка в действиях, нажимаете на отправку, у вас статус будет после подтверждения, подтверждает руководитель проекта, подтверждает руководитель организации, после этого будет статус у вас отправлен. Проект отправлен на государственный учет. После этого у вас, после отправки, с нашей стороны уже будет видно, проект подан. Проекты с нашими сотрудниками проверяются в соответствии с календарным планом, в соответствии с договором, все данные, названия на русском, на казахском, срока реализации, сумма финансирования полностью проверяется. После этого присваивается, если все правильно, нами присваивается номер госрегистрации. У вас будет видно номер госрегистрации. А если у вас будет какие-то замечания по проекту, неправильно заполненные поля, тогда мы отправляем на доработку. В примечаниях пишутся все данные, все замечания и подписывается, отправляется на доработку. У вас будет видно, что статус проекта на доработке. Вы, когда увидите, можете редактировать все неправильные заполненные поля, заполняйте заново, исправляйте данные, отправляйте опять заново, подписывайте документ, подтверждает руководитель проекта, утверждает руководитель организации, опять статус будет подан. После этого мы примем проект. Это по проекту, по регистрации научного проекта. Информация. Спасибо. Коллеги, вопросы? Сұрақ қойсам бола ма? Пожалуйста. Мынау отчеттарды промежуточный емес, годовой 3 жылдың отчетін, заключительный, қай кезден бастап сайт ашып тұрады регистрация жүктеуге, загрузить етуге? Қазір ашық тұр, отчеттардың бәрі. Қазір ашылды, уже статусы бар. Группа объектов ГНТД, отчеты по ПЦП заключительные, по ПЦП промежуточные деп уже шығып тұр. Сосын по ГФ заключительный отчет группа объектов ГНТД шығып тұр. Екінші сұрағым, жаңа сіз основание дедіңіз да, ары қарай айтып кетпедіңіз, ол жерде де решение НН саламыз ба? Я решение НН салмайсыз, номерін ғана жазасыз, от какого числа, от такого числа номер решения НН пишите и все. Кешірім сұрайын, тағы бір сұрақ. Жалпы инструкция бар ма осы заполнение бойынша? Бар, барлық системаны ашқан кезде жоғары жағында инструкция деп тұрады. Рахмет. Здравствуйте, можно вопрос, да? Можно. Смотрите, на сайте НЦГНТ отсутствует инструкция по заполнению кратких сведений. И такой инструкции вообще нету. Будет ли она? Да, будет. Будет сейчас дорабатывается. Скоро у вас будет. А где она будет показана? На сайте.
НЦГНТ, да? Да, на сайте НЦГНТ и в системе. А в системе где это будет? Коллеги, это не диалог, вы кратко, четко задавайте вопрос, Хорошо. мы ответим. Еще один вопрос. Для чего требуется сопроводительное письмо от организации, если фиксация даты зависит от подписания с помощью ЦП? Бывает разное. Например, бывает, вы меняете что-то в договоре, что если, например, бывает в договоре название по-другому, в календарном плане название по-другому, или срок реализации, или финансирование, вы подтверждаете письмом. Для этого требуется письмо. Хорошо, понятно. Последний вопрос. С какой даты будет идти отчет неустоев при сдаче отчетов и кратких сведений? Это вопрос комитета науки. Окей. То есть не у вас, да? Нет. Конечно. Мы любое время, целый год, круглый год принимаем проекты, отчеты, краткие сведения. У нас ограничений нету. Это уже у заказчика есть. Окей. Никто руку не поднимает. Оплата регистрации инициативных проектов, она платная? Вот такой вопрос. Да. Поступил. Инициативный проект, да, в соответствии с прайс-листом нашего центра 25 тысяч тенге. Еще вопросы будут? Ну, когда вопросы будут, зададите после следующей презентации. Следующий государственный учет отчетов по выполнению научно-технических проектов. Асылхан Жанбекович, мен краткие сведения туралы айтып жіберейінші, жаңағы біріншіде краткие сведения болған. Пожалуйста. Да. В соответствии с правилом базового финансирования срок до 15 ноября по грантам финансированию за первый и за второй год заявителями на государственный учет предоставляется краткое сведения о реализации проектов в соответствии с календарным планом. Каждый год за первый и за второй год. Для этого опять заходит заявитель через логин, пароль или через ЭЦП информационную систему и заполняет будет с левой стороны мои отчеты. Там есть раздел «Краткие сведения». Для подачи краткие сведения вы выбираете номер госрегистрации. Если госрегистрация у вас выходит, вы уже выбираете группа объектов ГНТ краткие сведения 2025 год. И на кнопку нажимаете «Добавить». У вас выходит тогда уже основная информация для заполнения. Вот краткие сведения. Номер госрегистрации уже автоматически система выходит. Исходящая дата, тип отчета. Тип отчета вы указываете. Это краткие сведения в данном случае. Условия распространения безвозмездно. Наличие внедрения. Здесь уже все вот эти поля, все в количестве. Если имеется по проекту внедрение, количество указывайте, сколько внедрения. Публикация, сколько у вас имеется. Если публикация отечественная, зарубежная, разделяйте, показываете. Если зарубежная, вы по описанию скопы, тоже количество. Патентов, если имеется, тоже количество. Источник финансирования указываете. Объем финансирования вы сами за текущий год сами указываете. Шифр программы, если это ИРЕН показываете. Дальше заявитель, это уже система выходит автоматически. Руководитель организации, когда выбираете организацию, уже тоже выходит с системой. Полностью данные руководителя, ученой степени, звания, все полностью выходит. Приоритетное направление по проектам тоже система выходит. Рубрикатор вы УДК вы сами пишете, а рубрикатора тоже система сами выбираете. Это уже, если хотите побольше добавлять, нажимайте на кнопку и добавляйте. Исполнители это количество. Например, если в проекте имеете инженеров, производства, магистрантов, докторантов, зарубежных ученых, вы в количественном виде указываете. Дальше вы переходите
прикрепляем файлы. Это календарный план, копию календарного плана прикрепляйте. Если имеется публикация, в оттиске тоже прикрепляйте. И копия актов тоже прикрепляется, копия патентов и сопроводительное письмо по краткому сведению. Дальше переходите ключевые слова. До этого я говорила, ключевые слова можно изменить, можно добавлять. И сохраняйте все данные. После этого уже добавляйте, например, уже у вас окошко выходит незаполненный бюджет, например, или авторы отчета. После этого смотрите, например, готовность. Если у вас 60 или 70% на процент, заходите и опять дальше заполняете. Это будет краткие сведения. Раздел краткие сведения – это соответствует календарному плану. Вы в календарном плане название задания, по заданиям точно название не меняя ничего, точно так же соответственно календарным пишете. И, соответственно, полученные результаты соответственно календарным. Какие полученные результаты описываете в кратких сведениях. Иногда бывает, вот краткие сведения в основном уходит на доработку. Почему? Краткие сведения, например, у вас, например, создание каких-то продуктов или разработка, да? Вы, некоторые заявители просто разработаны или создано пишут. Это не пойдет. Надо полностью описать, что разработано, для чего разработано, что получено, конкретно надо описать. Это потому что этот проект уже уходит на рассмотрение на нас. Следующий это раздел реферат. До этого вы показали, если в количестве полученных результатов, например, публикация, акт внедрения, патентов, тогда здесь уже полностью в разделе реферат полностью описываете. Название публикации, авторы все первые, все авторы, страна, если имеется, и дой самой публикации, статус пишете. Обязательно статус надо указать. Если печати, вы должны указать, что это печати. Потому что на следующий год, если вы хотите указать это, уже вы будете показывать статус публикации. Если зарубежная публикация, вы пишете тип публикации зарубежной или не зарубежной. Если зарубежный, тогда WPF Science или Scopus. WPF Science квартиля надо обязательно указать. Если Scopus процентиль надо указать. И язык обязательно. Сұрақтарыңыз бар ма? Вопросы? Тут слайды не менялись, поэтому очень проблематично увидеть, что... Я думал, это вопрос, ответ был на вопрос по кратким сведениям. Еще не закончила, потому что следующий этап надо... У вас есть что показать? У вас один слайд стоит сейчас, регистрационная карта, а вы отвечаете по кратким сведениям. Извините, пожалуйста, вопрос сейчас можно, да, или я не поняла? Можно вопрос задать сейчас? Сейчас, коллеги, секунду, закончит с ответом. Звук. Сейчас у меня краткие сведения видно? Нет. Видно? Краткие сведения видно? Да.
Да. Видно? Я просто вот продолжить или заново показать? Продолжите, где вы остановились? Хорошо. Вот я до этого показала по публикациям. Сейчас я показываю охранные документы. По кратким сведениям, если имеются охранные документы, в разделе «Реферат» вы должны заполнять, ну, заявителем заполняете все данные. Вид объекта – это если патент, патент на изобретение, наименование патента, наименование объекта, краткое описание проекта, краткое описание патента, номер охранного документа, дата выдачи, страна, срок действия, все авторы указываются, и патентообладатель, все данные заполняются в этом разделе. Следующее – это внедрение. Если по проекту имеется внедрение, заполняете в разделе реферат сведения о внедрении результатов научных работ. Здесь тип внедрения, наименование внедрения, наименование на русском, на казахском указывается, документ, номер документа, дата, номер документа, год внедрения и организация обязательно указывается. Для сохранения опять выходите назад, и у вас будет готов 100%. И в действиях вы нажимаете «Подать». Подтверждайте с подписью, с помощью подписи электронной цифровой подписью. Подтверждает руководитель проекта, руководитель организации, и у вас будет статус «Подано». Опять нами проверяется полностью по вашему проекту краткие сведения, полностью проверяются данные, полученные результаты, вот эти публикации, все открываются, все данные в соответствии с календарным планом, акты внедрения проверяются, патенты, названия, все полностью проверяйте, если все правильно, присваивается инвентарный номер. Если есть замечания, тогда мы отправляем, пишем все замечания, примечания, отправляем на доработку. У вас будет статус «Подано». После этого вы смотрите в действиях «Редактировать», нажимаете на это, полностью меняете по замечаниям кратких сведений и заново подписываете, отправляете на государственный учет. Это по краткому сведению, информации. Хорошо, у кого есть вопросы, поднимайте руки, пожалуйста. Так, здесь несколько вопросов прошло. Так, загрузить все материалы на сайт НЦГНТ. Это, конечно, мы все материалы загрузим. Так, ну, здесь некоторые вопросы не по данной презентации, но я отвечу на них в конце. Это участие руководства в двух проектах, оплата регистрации, доплата за степень, заявки, потом проекты закрытого характера. Об этом все я расскажу после последней презентации. Хорошо? Так, Камарсулова Магильдиевна, вы готовы, да, на следующую презентацию? Да, готово, готово. Так, следующая презентация – государственный учет отчетов по выполнению научно-технических проектов. Ашыңыз көрсетіңіз. Сейчас. Сейчас.
Теперь видно, да, все нормально? Да, продолжайте. Соответственно, с правилом базового финансирования все отчеты по ГФ, по ГФ заключительные отчеты, по ПЦФ промежуточные и заключительные отчеты по 1 ноября текущего года предоставляются на государственный учет. Для этого опять заходите в информационную систему, заходите, выбираете номер госрегистрации и группу объектов ГНТ. Если у вас в рамках программы целевого финансирования отчеты ПЦФ промежуточные или заключительные выбираете, или отчеты у вас, если имеются отчеты по инициативным проектам, тоже выбираете здесь отчеты проекта инициативного характера или договорного характера, или по ГФ. Здесь группа объектов выбирайте и нажимайте на кнопку «Добавить». У вас открывается основная информация. Здесь выбираете, автоматически выходит номер госрегистрации, дата утверждения, исходящая дата, инвентарный номер, нами присваивается тип отчета. Заключительный или промежуточный выбирайте. Условия распространения безвозмездно выбирайте. Наличие, это уже опять в количественном виде вы указываете по вашим проектам. Наличие внедрения, если имеется, тогда внедрение и количество указывайте. Публикацию, если имеете отечественные, зарубежные. Web of Science Corpus, количество указываете. Количество книг бывает иногда 2-3 книг. Это по ПЦФ основном встречается. Если состоит отчет из нескольких частей, тогда выбираете, часть указываете, например, из 2 частей, тогда самые 2 ставите. Если самые 3, тогда 3. Если из 3 частей, тогда 3 ставите. Количество отчета указывается, приложение в отчете, сколько имеется приложение, показывайте патентов по проекту, сколько патентов получено, источников сколько, иллюстрации, это рисунки, таблицы сколько имеется, объем финансирования за текущий год указывайте. Шифр программы. Здесь, если инициативный проект, конечно, инициативный пишите. Если в рамках ПЦФ, шифр программы указываете. А если в рамках ГФ, тогда пишите ИРЕН. И наименование отчета на русском, на казахском языке выходит с системы автоматически. Дальше заполняете источник финансирования. Это средства госбюджета или средства заказчика укажете. Продукция, предлагаемая к реализации, это тоже система. Вы выбираете это из списка. Готовность разработки к реализации тоже это список вы указываете. Заказчик тоже выбирайте это из системы. Наименование головной организации, это тоже системой вы просто выбираете. Заявитель, если вы уже наименование показываете головной организации, заявитель автоматически выходит. Руководитель организации выходит уже, если вы уже организацию указали, руководитель организации автоматически выходит. Все данные по руководителю. Год реализации проекта укажете, вид исследования, прикладной или фундаментальное. Код УДК вы сами должны написать. Код рубрикаторы, это системы выходит, можете изменить, удалять. Эта система позволяет. Необходимые прикрепляем файлы. Для этого вы прикрепляете сначала отчеты. Отчеты, если пишется на казахском языке, отчет на казахском обязательно на английском. Если пишется на русском языке, обязательно
на английском языке прикрепляйте. Копию календарного плана прикрепляйте, оттиски по публикациям, акты внедрения, копию акта прикрепляйте, копию охранных документов прикрепляйте и сопроводительное письмо прикрепляйте. Ключевые слова по проектам. Ключевые слова тоже автоматически выходят. До этого я говорила, вы можете удалять, добавлять, можно изменить ключевые слова. После этого сохраняете все данные. У вас открывается процент готовности. Если процент готовности указывается, например, 60, на это нажимаете. Опять вы дальше заполняете. Авторы. Сначала руководитель проекта себя уже находит в системе, подтверждает, и руководитель проекта уже добавляйте всех исполнителей, остальных исполнителей добавляйте. Если не хотите удалить человека, это есть кнопка «Удалить», и вы добавляете нового человека. И все исполнители подтверждают после этого. И переходите в раздел «Реферат». Здесь вы заполняете соответственно календарным планом, подтверждающие полученные результаты. Например, публикации. Это здесь по публикациям все данные, названия всех авторов, страна, год, город, том, номер страницы, статус, виды публикации, тип публикации, наименование издания. И если зарубежные, тогда обязательно в Web Science квартир показывайте, скопус процент показывайте. Обязательно надо указать язык публикации. Следующий раздел – это необходимо заполнить сведения об охранных документах. Тоже заполняйте все данные по охранным документам, вид объекта, наименование объекта полностью на русском, на казахском, краткое описание пишите, дата выдачи, страна получения охранных документов, срок, все авторы указывайте, патентообладателя, наименование организации патентообладателя уже в этом системе уже есть, вы выбираете системы. Внедрение. Следующий раздел внедрения. Если имеется по результатам внедрения, заполняйте в разделе сведения о полученных внедрениях. Тип внедрения, наименование на русском, на казахском, номер документа указывайте, дата документа, год внедрения, организация. Все полностью указывается и сохраняете. Есть возможность скачивания, посмотреть полностью документа. Чтобы подтвердить все участия авторов отчета, пользователь, каждый член исследовательской группы, далее нажимает на действие, подтвердить участие, подтверждает все авторы, все авторы. Например, в основном, конечно, это наши исполнители подтверждают через ЗЦП и подтверждают участие в проекте. После подтверждения члена исследовательской группы у нас статус будет подтверждено. Дальше у вас возможность будет уже готовность, можно проверять готовность 100%, и в действиях вы можете нажать «Подать отчет». Нажимайте на «Подать отчет», и у вас изменится статус отчета. Сначала подтверждает руководитель проекта и руководитель организации. Статус будет подан. После этого нами проверяются все данные ваши. В основном, конечно, сейчас проверяются все публикации, правильное заполнение, название работы, страна, процентиль, квартиль полностью нами проверяется.
Внедрение тоже скачивается, полностью проверяется. И если все правильно, мы присваиваем номер, инвентарный номер. А если имеется замечание, мы в примечаниях пишем все замечания, которые имеются по вашим отчетам, и отправляем на доработку. У вас будет возможность редактировать, нажимайте на кнопку редактирования и полностью меняйте по примечаниям. Исправляйте, подписывает опять руководитель проекта, руководитель организации, отправляйте на государственный учет. После этого нами принимаем отчет, присваиваем инвентарный номер. Это по отчетам всей информации. Если имеются вопросы, пожалуйста, задавайте. Вопросы, коллеги? Так, Альбина Фаружанова, пожалуйста. Уточнение, графа «Основные конструктивные показатели». Всегда есть вопросы по заполнению. Можете разъяснить это? Сейчас. Вот это, да? Продукция, предлагаемая к реализации? Нет, основные конструктивные показатели. И Какие продуктивные? и технико-экономические показатели. Слышно? Нет, теперь слышно. Еще раз. Основные конструктивные показатели и техническо-экономические индикаторы. У нас такого нету в отчете. У нас такого нету. Окей, хорошо. Спасибо. Вопросы, коллеги? Здравствуйте, можно вопрос? У меня вопрос по авторам. И при заполнении указываем, когда авторов, там еще рядом стоит графа «докторанты». Вот. И хотелось бы понять, то есть это отдельно докторанты или это в том числе авторы, в том числе они могут являться и докторантами. То есть если, допустим, у меня 3 соавтора, 3 участника, исполнителя, и я указываю галочку, ставлю 3 докторанта, вот они все являются у меня 3 докторанта. Вот. То есть это будет, соответственно, 3 исполнителя или 6? Я вот немножко здесь недопонял. 3 будет, потому что это в том числе в вашем проекте должно быть докторант. Угу. Все, хорошо, понял. Спасибо большое. Вопрос с чата. В БИН в актах внедрения обязательно указывать? Если имеется по вашим проектам полученные результаты, вы должны обязательно указать. Это соответственно с календарным планом. Если вы в календарном плане уже указали, что вы должны получить в соответствии с календарным планом, тогда вы указываете. А если вы дополнительно получили, это уже другой вопрос. Вопрос с чата. Объем отчета по ПЦФ. Есть ли ограничения? Нету ограничений, никаких ограничений нету. Раньше было. Сейчас в данный момент нету. Ограничения уже как 2 года сняли. Это мы с комитетом науки согласовали. Хорошо. Так, сұрақтар бар ма? Можно вопрос? Рок. Можно подавать отчет не в Word, а в PDF? Конечно, если вы не можете в Word сохранить или не получается загрузить отчет, тогда, конечно, мы принимаем. А желательно в Word. Почему? Потому что вот эти отчеты формируется у нас фонд. Фонд не только национальный фонд это для антиплагиата. Наша программа только проверяет в Word антиплагиат. Поэтому для этого нам необходимо все вот эти отчеты, диссертации и какие работы формировать в Word. Дело в том, что математика работает в системе LaTeX. Да. И поэтому, да, нам было бы удобнее, если вы разрешите все подавать в PDF-формат. Это будем согласовать с комитетом науки, да.
Коллеги, вообще по формату сдачи отчетов, да, если вы работаете в латех, вы же прекрасно знаете, что он конвертируется в Word, не только в PDF. Конвертируется, но это потом надо все проверять заново. То есть большая работа. Если бы разрешили PDF, то было бы большое облегчение. Я это понимаю, но в базе данных для дальнейшей проверки, например, для дублирования новых тем, да, и на заявках указанных, нам необходим текстовый материал. А вроде сказали, что ваш антиплагиат заточен уже и под PDF тоже. Ну, смотрите, какой PDF вы будете грузить. Если вы картинкой будете грузить, там будет проблематично. Нет, не JPEG, а именно PDF. PDF, он бывает картинкой и текстом. Да. Коллеги, вопросы. С чата вопрос. При изменении организации софинансирования надо ли указывать? Да, обязательно надо указывать, и подтверждающий документ надо прикреплять. Изменения на какое? Ну, в связи с чем поменялись, обоснование пишется, и самое прикрепляется. Вопрос следующий от Рокчип СРК. Пожалуйста. Фью. Прописывайте, please. Руку подняли. Так, онда мынау сұрақтар. Как обеспечивается конфиденциальность наших отчетов? Коллеги, база данных Национальным центром государственной научно-технической экспертизы, он, конечно, заполняется, но отчеты предоставляются по запросу государственных органов. На официальном сайте мы вывешиваем только краткие сведения. Оттиск статьи заключительный отчет тех соны жылды жүктейміз ба, әлде үш жылдағы барлығын ба, рахмет. Это смотря на вид конкурса. Если грантовое финансирование, сам отчет вы загружаете только по итоговому году, а первые 2 года вы загружаете краткие сведения. По ПЦФ это итоговые и промежуточные отчеты полноценно. Оттиски согласно календарному плану грузите. Так, можно я еще отвечу насчет оттиски? Ну, это у нас будет согласование с комитетом науки и будет на сайте наука.кз и нашем сайте, и на сайте комитета науки будет объявление, и будет указано требование к отчету. Будет указано обязательно. Сұрақтар бар ма? Разрешите продолжить отчет, извините, вопрос, который я задала в чате Да, относительно конфиденциальности. я же Можно? ответил же уже. Нет, здесь вопрос вот в чем стоит. Этот вопрос уже возникает в течение, наверное, второй год уже как возникает вопрос. Дело в том, что мы обнаруживаем, когда мы проверяем через лицензированную программу антиплагиат, ну, любую статью, там, методические рекомендации, там, монографии и так далее, мы обнаруживаем, что мы можем спокойно зайти в систему НЦГНТЭ в наши отчеты, и даже не в наши отчеты, а в чужие отчеты. Поэтому и стоит вопрос, как обеспечивается конфиденциальность, то есть отчеты это не опубликованные данные еще у большинства. И поэтому нас беспокоит, что почему есть доступ, вот у антиплагиата полный доступ, и любой человек, который ну, пользуется антиплагиатом, а у нас сейчас антиплагиатом пользуется большинство ученых, они имеют доступ в чужие отчеты, не только в свои отчеты. Вот вопрос, о чем стоит. Кому слово, Мигдалан, ну можете ответить? Да, отчеты, Аслан Джанибекович, вы же сказали, что мы отчеты полностью не размещаем. У нас на сайте только краткое описание работы. Наука.кз, если вы заходите, тоже краткое описание работы. Наш сайт НЦГНТ тоже только краткое описание работы и
где указана вот информация, информационной карте, полностью вот это только указывается. Больше никаких информаций мы не размещаем. Только название работы, краткое описание, какие результаты получены, об этом только пишется. Остальные данные мы не показываем нигде. И мы не даем никому доступ. У нас нету доступа ни у кого. Это Мы не сомневаемся, что это так, что вы так пытаетесь это сделать, но тем не менее доступ есть. Если можно, Камрасулу, я свяжусь лично с вами, потому что я уже обращалась к некоторым это из вашей команды, и все уверяют, что на самом деле доступ вот ограниченный. Однако мы из раза в раз удостоверяемся, что на самом деле где-то утечка идет. И я вот в последний раз сама проверяла и зашла в несколько разных отчетов, нескольких предыдущих годов, которые не имеют отношения ни к нашему институту, ни к нашей тематике. Просто мне нужна была эта тема, нужны были эти вопросы. Ну, то есть я думаю, что при желании можно спокойно зайти в любые отчеты. Я даже уже поняла, каким А, образом. Можно я с вами свяжусь? Принято. И Да, смотрите, мы же еще фактов не знаем, да, давайте это проработаем, еще проверим. Может, вы даже не Да-да-да, сами я отчитываете, хочу может, вы именно рефераты показать, видели. как это Да. происходит, и факты Просто именно. сейчас, видите, вы, Да. может быть, вы не отчеты видели, вы, может, видели краткие сведения и, Нет, 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 именно отчеты. Именно отчеты. И знаете, не там же только много факторов. Нет, Вы уже именно повторяетесь, отчеты. можно я отвечу? Да, мы Хорошо. же со своей стороны уже же ответили, то, что не может быть, чтобы у исполнителя был доступ ко всем отчетам и базам инцидента. Это не так. То, что вы видели, давайте выясним, и мы проработаем этот вопрос. И вот сейчас так говорить перед всеми, то, что все всем видно, я не согласен на это, надо проверить. Мы со своей стороны проверим. Хорошо? Так, давайте еще вопросы. После подачи отчета, когда вернули на доработку, срок устранения замечаний сколько дней? Это все поданные отчеты рассматриваются, соответственно, с правила в течение 5 дней. В течение 5 дней мы успеваем после доработки, до доработки полностью рассмотреть в течение 5 дней. Но заявители хотят, чтобы вот после доработки они сразу посмотрели, исправили, сразу подают. И чтобы мы посмотрели сразу. Так не получается. Почему? Потому что самый координатор уже другую работу смотрит. Пока не закончит свою работу, координатор сразу не может переключиться на доработанную работу. Поэтому время надо. Это уже по очереди у заявителя, например. Я вот так понимаю. Просто Без заявители будем хотят, да, заявители хотят, чтобы мы быстро, как отправили после доработки, чтобы мы сразу посмотрели, сразу посмотреть, сразу принять, доработанную работу не получается. В общем, 5 дней. Хорошо. Няц. Вопрос. Добрый день. Знаете, у меня, наверное, вопрос будет более общего характера, но отчасти это касается отчетов тоже, поскольку скоро мы начнем предоставлять отчеты о НИР и краткие сведения. В связи с образованием Агентства по атомной энергии был переименован Национальный ядерный центр, и мы в конце августа были перерегистрированы, и в Комитет науки направили дополнительное соглашение в этой связи. Теперь подскажите, пожалуйста, нужно ли нам вносить изменения данных предприятия в системе НЦГНТ? У нас, в принципе, БИН не изменился, только изменилось слово вместо Министерства энергетики, он стал Агентство по атомной энергии Республики Казахстан. И что нам нужно делать для того, чтобы, если необходимо, внести исправления? Вы должны написать письмо в нашу организацию, что у вас поменялись, какие изменения было. Об этом надо написать, отправить письмо через электронную почту или через документолог отправите, и с нашей стороны будет изменение информационной системы, соответственно, с вашим письмом. Хорошо. Это прикрепляете обязательно.
Любые изменения, касающиеся юридического лица, названия и так далее, да, вы нас уведомляете, мы вводим в систему изменений. Хорошо, спасибо. Так, вопрос чата. Согласно пункта 5 главы 2 правил госучета, как предоставить отчет на регистрацию в форме, не раскрывающей конфиденциальную информацию и коммерческую тайну? Последнее. Это отчет по ДСП или простой отчет? Я это не могу понять вот это. Отчет на регистрацию в форме, не раскрывающей конфиденциальности. У нас Гульнар есть, вы можете задать вопрос? Да, если вы сидите, можно понять, раскрыть правильно, как вы хотите получить информацию. Если ДСП, тогда вы в бумажном виде предоставляете. Отчет пишете, распечатываете, и информационные карты тоже распечатывайте, на диск записывайте электронный вариант отчета и информационной карты с отправленным письмом, предоставляете в канцелярию, канцелярия отписывает, мы дальше рассматриваем. Тоже получаете с отправленным письмом ответ, присвоенный информационную карту на русском, на казахском языке. И все. Хорошо, следующий вопрос. Асель Карабаев. Здравствуйте. У меня такой больше, наверное, вопрос организационный. Мы впервые участвуем в подобных вебинарах, которые устраивает НЦКНТЕ. Скажите, пожалуйста, мы вот в августе этого года получили аккредитацию субъекта научной деятельности нашей компании, и я хотела бы перед подачей каких-либо заявок и участия в конкурсах убедиться о том, что нашу компанию разместили. Я не могу на сайте НЦКНТЕ и Комитете науки найти вообще списки аккредитованных компаний. Не подскажете, где я могу это увидеть и убедиться, что при подаче заявки не возникнет подобных нюансов и нас не развернут в последний момент? Понятно. У вас аккредитация на руках же есть. Да, Сейчас, на свидетельство. данный момент, аккредитация подается через систему Астана Хаб. Вы все эти процедуры прошли. После того, как Астана Хаб, например, через Комитет науки выдаст вам аккредитацию, она у них в базе фиксируется. У нас интеграция с Астана Хаб. Вы когда создаете заявку, указываете юридическое лицо как заявителя, тогда у вас автоматом аккредитация подтягивается. Если нет аккредитации, он у вас не дает создать дальше уже заявку. Но свидетельство это же и есть, да, подтверждение того, что мы аккредитованы. То есть у нас свидетельство в электронном виде и на бумаге мы уже получили. Это вы про аккредитацию научно-технической деятельности говорите? Да, субъекта научной и научно-технической деятельности. Да, он же имеет свой номер, и в базе Астана Хаб, Да. и у нас система синтегрирована с этой базой. Угу. Хорошо, я попытаюсь тогда еще раз найти. А списки вообще, они существуют как таковые, или это нельзя никак удостовериться? На данный момент список существующих организаций, у которых есть аккредитация, она у нас есть. То, что Астана Хаб сейчас аккредитацию проводит через свою систему, к нам попадает, поэтому вопрос аккредитации на уровне заявки, он уже решен. Угу. Все, тогда можно не беспокоиться и смело участвовать в конкурсах, да? Да. Угу. Джавса, смотрите, Спасибо коллеги, у нас еще, скажем так, 15 минут. Вот некоторые вопросы здесь есть, я бы хотел бы ответить на них сам. Некоторые вопросы, конечно, касаются тех тем, которые мы будем раскрывать завтра и послезавтра. И вообще вот был момент, то, что первый раз участвовать на подобных вебинарах. Подобный вебинар, он первый раз организован сам по себе, поэтому для нас это тоже первый раз. Теперь насущный вопрос участия в двух проектах и программах научных руководителей. Согласно нормативно-правовым актам Комитета науки и Министерства науки, вы знаете, то, что участие в двух проектах как руководителя уже невозможно, ну, по крайней мере, в ближайшие годы так будет. Это замечание не родилось из-за, скажем так, интересов научного сообщества. Это было предложение и рекомендации антикоррупционного проверки.
Потом оплата регистрации, это был ответ уже, да. Так, доплаты за степень, учитывать ли их при заявке? Коллеги, когда вы заполняете заявку, да, вы в заявке в статье «Фонд оплаты труда» указываете примерные оклады, которые руководитель спланировал для исполнителей. И если вы будете учитывать доплаты, это будет хорошо, и это наша рекомендация в заявках учитывать доплаты за степень, которые вот закреплены законом. Так, все материалы, конечно, будут до завтрашнего дня загружены на нашем официальном сайте. Я имею в виду эти презентации, которые были сегодня, и презентации, которые будут завтра. Так, теперь, что Извините, можно? касается... Извините, Да. можно? Секундочку. Здесь есть момент такой, вот вы говорите доплату учитывать. Просто может быть нарушение бюджетного кодекса в случае, если будет доплата оплачиваться в рамках проекта и в рамках основного места работы, если это касается преподавателей или научных сотрудников. Это нужно выбирать, в каком именно, с какого бюджета это будет оплачиваться. Доплата за степень, за звание. В противном случае Причем это тут будет ПБС? возникать, да, это в противном случае будет возникать двойное финансирование, нарушение бюджетного кодекса, за это идут штрафы довольно-таки существенные и административная ответственность. Здесь же вопрос не касается же ППС. У вас основная зарплата ППС, и у вас есть там доплаты за степень. Смотрите, просто согласно новому приказу, который был в прошлом году в ноябре опубликован и вступил в силу с января месяца, на новые проекты распространяется этот приказ, и там уже идет расчетная сетка. И вот при формировании заявки уже нужно определяться, где будет доплата производиться. Это не только ППС, это еще также и касается НИИ. Вопрос в чем? Если вы, как заявитель, как юридическое лицо, например, если это касается же вопроса вуза, да, где у вас есть преподавательский состав, если там доплата уже есть, в заявке вы это не учитываете. Если нету, то учитывайте. В А вузах это... двойное финансирование и штраф — это уже внутренние вопросы. Если вы доплату получаете и по ПС линии, и по науке, конечно, это нельзя. Все хорошо. Так, теперь касается заявок закрытого характера. Коллеги, по линии грантового финансирования и программно-целевого финансирования предусмотрен механизм подачи заявок по линии ДСП, да, для служебного пользования и даже по секретке. Эти все правила также написаны и в законе, и в подзаконных нормативно-правовых актах. Механизм, конечно, там чуть-чуть другой, то, что не через систему подается. У вас все заявки подаются прямиком в комитет науки. Дальше это уже по линии либо секретки, либо по ДСП попадает к нам на экспертизу. Экспертиза тоже там своеобразная, потому что у нас здесь отдельные залы есть для тех, кто имеет, для тех экспертов, которые будут экспертировать с определенным уровнем допуска и так далее. То есть эта процедура тоже написана в нормативных правовых актах. И она существует, и можно ей пользоваться. Но вы знаете то, что когда вы подаете по линии ДСП и по линии секретки, да, у вас заявка должна сопровождаться обоснованием от компетентных органов, почему вы такой гриф туда ввели. Так, тағы сұрақтар, да? Так, в системе вы нас уведомите, если у вас какие-то старые данные, мы заменим на новые. Если касается это свидетельства об аккредитации. ДСП — это уровень для служебного пользования. Тағы сұрақтарыңыз бар ма? Гульнар, вы в системе можете этот вопрос задать прямо, потому что пока я читаю, здесь это откуда-то вырезка. Добрый день. Да. Саламатс. Сәлеметсіз бе? Вопрос такого характера. Вот подтверждение расходов на НИР. Почему подает заявку исполнитель? Это налоговый вычет получает заказчик, недропользователь. Почему обязали исполнителей? Жақсы.
Смотрите, это вопрос, я просто проясню для общества, да. Вопрос касается уведомления, да, об освобождении по налогам. Там есть, конечно, заказчик и исполнитель. Те, кто занимаются НИОКРом, они освобождаются от налогов. Но в договорных между заказчиком и исполнителем есть же договор об оказании услуг в НИР или ОКР, да. Там вы прописываете, кто отвечает за подачу заявки. Если это Ясно. заказчику нужно, он в договоре прописывает то, что заявление на уведомление должен делать исполнитель. Это как часть договора должна быть. Если это выгодно исполнителю, это, конечно, он будет подавать. Если это Нам, заказчик, он прописывает в договоре. нам никак не выгодно, в том-то и дело. И вопрос следующий. Вот у нас отчет о НИР, научно-исследовательской работы на тему по ЦЗ заказчика. Там работы в лабораторных условиях проводят. Еще не, до внедрения далеко. Опыты открыты, закрыты на единичной пробе руды, например. На нашем примере, да, Казгидромет, проба руды, например, заказчик предоставил. Ну, как бы столько-то тонн, от него отобрали, сколько нужно. Ну, допустим, 100 килограмм дали они. И вот на этой пробе в лабораторных условиях провели опыты эксплуатации, обогащения полезных ископаемых тема. Теперь до внедрения еще далеко. Чтобы провести внедрение, должны быть следующие этапы. Отчет о НИР, это не требуется внедрения на производстве. Для этого готовность нужна производство, чтобы внедрить. Опытно-промышленные испытания надо провести. Также полупромышленные испытания. Опять посчитают экономический эффект, какой это выгодно, им не выгодно. А здесь, когда отчет о НИР подаем, на расходы на НИР, они уже понесли заказчики. Мы работу провели, они нам должны оплатить. Теперь получается так, без внедрения, без акта внедрения у нас документы не принимают на уведомление по отчетам о НИР. Хотя в правилах там на 3 вида работ: НИР, НИОКР и научного центра создания и ввода в эксплуатацию. 3 вида уведомления на налоговый вычет. И получается, мы по исследовательским работам в условиях лаборатории не можем подать на получение уведомления для заказчика. Вот и в правилах написано только НИОКР, вот 7-й пункт правил, 517 приказ, кажется, да? Ой, 507 приказ, да. Помимо вообще актов внедрения и соответствующих документаций, у вас же там есть еще и другое же, там патенты или там авторские свидетельства и так далее. То, что вы получили. Потому что тот материал, который вы загружаете для уведомления, для дальнейшего налогового вычета, да, будет рассматриваться же здесь комиссией же. То есть вы загружаете максимально полноценно все подтверждающие по НИР документацию, публикации и так далее, и так далее. Потом уже комиссия рассматривает. И решение комиссии мы отправляем уже в уполномоченный орган, далее для передачи по налоговым вычетам. Вообще этот вопрос, конечно, он требует отдельного выступления. Мы организуем отдельный семинар, и там головной организацией, которая отвечает на вопросы, будет Комитет науки, потому что он закрепляет нормативно-правовые акты и спускает к нам для работы. Такого документа пока полноценного я не вижу, но вот здесь в общих чертах так. Аслан Жанибекович, просто, допустим, мы работу выполнили в пределах тех заданий заказчика. Но они понесли же расходы на НИР. Там как бы получение патента не предусматривается. И внедрение еще нету еще готовности технологической заказчика, так скажем, производства. Для этого им нужно реконструкцию сделать, опять по итогам промыспытаний. Вот если кто на производстве работает, поймут меня в этом отношении. Вот это комитету науки вопросы, да, к правилам. Да, ну смотрите, комиссия будет рассматривать все документы. Если вы провели какой-то эксперимент или экспериментальную работу и в определение НИР, если не попали, то для заказчика вы просто предоставили услугу по экспериментальным работам. И назвать это НИР или не НИР, это уже комиссия будет решать. Это Значит, очень такой щепетильный вопрос, потому что определение НИРов сейчас обсуждается, и мы там ввели категории. НИР до 6 категорий, а научно-технические проекты до 6 категорий тоже. И туда вводим экспериментальные работы. И вопрос, касается ли НИРа вашей экспериментальной работы, остается. Этот вопрос когда будет рассмотрен?
с участием недропользователей. Вот, Определенные научных нормативно-правовые организаций. акты вышли, да, сейчас идет обсуждение с недропользователями, потому что позиция, например, Атамикена и ГМП, которые занимаются, ну, самими предпринимателями, да, чтобы Мгм. было понятие НИРов шире. А мы, Министерство науки и высшего образования, думаем, то, что ну, НИР это обязательным элементом актуальности и новизны. То есть просто экспериментальные работы не могут быть НИРом. Здесь подбор технологий идет, решения технологические, Хорошо, которые, это да. будет рассматривать в любом Мгм. случае комиссия. Все наши материалы здесь не автоматом же галочкой решается, а на Конечно. специализированном заседании национальных советов там такой механизм. Мы можем подать запрос в Министерство науки и высшего образования, да, чтобы внесли изменения к правилам, например. Ну, если это решаемый Конечно, вопрос. конечно. Хорошо, спасибо. Ага. Жақсы. Тағы сұрақтар? Жақсы, рахмет. Да. Так, коллеги, думаю, на сегодня достаточно. Все вопросы, касающиеся, во-первых, организационной части, мы приносим свои изменения. Я попытаюсь до завтра все эти технические моменты урегулировать, чтобы у нас не были проблем в части там, презентации, звуков и таких вот деталей. Потом все материалы до завтрашнего семинара будут загружены. Это я тоже постараюсь проследить. Потом, так, завтра у нас своя программа есть. И последнее хочу сказать. Все вопросы, пожалуйста, формируйте. Можете в виде текста отправлять в чат. Мы все запишем. И на третий день постараемся на все вопросы ответить со стопроцентным охватом. На сегодня, если вопросов нет, комментариев нет, то всем спасибо за участие. Это вообще встреча такой в виде диалога. Не конференция, не форум, это больше такой рабочий семинар по разъяснению на те насущные вопросы, которые зарождаются у организаторов науки, а потом уже у самих ученых, непосредственно подающих заявления на проекты и программы. Спасибо. До завтра, коллеги. Мгм. Спасибо. До свидания. Спасибо, до свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Всего доброго, до свидания.